Возвращение в политическую жизнь страны Александра Анкваб дестабилизирует общественно-политическую ситуацию, убеждены ветераны. По мнению участников митинга, Анкваб утратил моральное право участвовать в политической жизни государства тогда, когда, будучи президентом республики и, соответственно, главнокомандующим абхазской армии, укрылся от своего народа на российской военной базе в Гудауте. Он должен снять свою кандидатуру, потому что будет дестабилизация в Абхазии. И он знает это прекрасно, но, по-моему, мне так кажется, лично, что это специально делается, чтобы вот здесь было столкновение, чтобы было беспорядок. Ветераны с возмущением рассказывали о том, что Александр Анкваб игнорирует их неоднократные попытки личной встречи и расценивают это как непростительный пример проявления неуважения к ветеранам войны. Однако самый главный фактор, который не позволяет экс-президенту стать депутатом парламента, по мнению собравшихся, это незаконная выдача паспортов гражданина Абхазии, инициатором которой он выступил. Этот факт митингующие назвали настоящим преступлением, в первую очередь против тех, кто сложил свои головы за свободу и независимость Родины. При этом собравшиеся считают, что Александр Анкваб может вернуться на Родину только в качестве гражданина, а не политика. Поверьте мне, мы ничего против него как гражданина республики не имеем. Он может здесь находиться в кругу семьи, со своими родственниками, с друзьями, с тем, с кем он общается. Но участвовать в политике – это сугубо наше субъективное мнение, что он не имеет морального права участвовать. И скажу вам коротко, хватит, потому что он прошел весь путь от депутата парламента до президента страны. И в 65 лет можно закончить политическую карьеру. Хотелось пожелать ему благоразумия и его сподвижникам благоразумия не делать этого. Самое главное наше опасение состоит в том, что мы боимся, что народ может это возмутить и привести к неким столкновениям, противостоянию. То, что надоело народу Абхазии. Митинг на Гумистинском мосту продлился чуть более часа. Перед собравшимися выступили ветераны войны Рауль Смы, Рита Гадлия, Роман Квицени, Амиран Абухба, Мзек Винадзе и другие. Участники акции подготовили обращение к генеральному прокурору Республики Абхазия Зурабу Ачпа. Мы, ветераны войны, знаем, что в 1994 году прокуратурой Республики Абхазия было возбуждено и расследовалось уголовное дело в отношении Анкваб Александра Золотинского по факту незаконной передачи 18 августа 1992 года оружия, хранившегося в МВД Республики Абхазия, в Комитет государственной безопасности к господину Яселяне. Фактически оружие было передано грузинской стороне на 4-й день войны. Некоторые материалы из данного дела были опубликованы позже в средствах массовой информации. По разным сведениям, нам стало известно, что в бытность Анкваба премьер-министром данное дело было изъято из архива и уничтожено. Надеемся, что это лишь слухи. Согласно закону Республики Абхазии о доступе к информации, просим вас предоставить нам или в СМИ Абхазии материалы данного уголовного дела. Если данное уголовное дело уничтожено и не хранится в архиве Генпрокуратуры, то данное обращение просим считать нашим заявлением с просьбой возобновить расследование по факту передачи оружия Анкваб Александра Золотинсковича, так как, по нашему мнению, данный факт является предательством Родины, а такое преступление не имеет срока давности. После ознакомления с текстом обращения участники митинга поставили под ним свои подписи. Обращение будет направлено генеральному прокурору Республики Абхазия. Сария Смыр, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.